Живе Беларусь! Живе Беларусь! Шановні сябры, шановне господарство, сапраўды вельмі вялікі гонар сёння павіншаваць вас з вялікім беларускім святам. Тое, што Василю Быкову 100 гадоў. Вы ведаеце, ёсць рэчы фантастычныя. Тое, што в часы савецкай акупацыі, в часы панавання камуністаў, на нашей земле не только народился великий Василь Быков, а тое, что он стал европейским, сусветно ведомым письменником, это великий подвиг. Потому что при диктате коммунистов яны заўжды бачили свое оправдание в той другой сусветной войне. А Василь Быков писал по-нашему, по-белорусски. И он писал не про подвиги коммунистов, яких там амаль что не было. Писал не про подвиги НКВД, якого расстреливала фронтовиков, якая палила белорусские хаты. И он писал про особу, и он писал про человека, и он писал про самое головное, что есть на белорусской земле, про белоруса. И таким чином европейская литература зрабілася в абсолютно неверагодных умовах, потому что Василь Быков был не адзіным не камуністам, які сапраўды стал классиком белорусской литературы. Мы мусим памятаць імёны и Григора Барадулина, и Владимира Короткевича, и Олеся Рязанова, и обовязково памятаць Ларису Гениуш, абсолютно гениальную белорусскую поэтку, якая ніколі не признавала панавання камуністаў. І мы мусім разумець, што 20-е стагоддзе было вельмі жорсткае для беларускай нацыі. Василя Быкова скавалі. Василя Быкова як пісьменніка магло просто не быць. І калі б не абарона тых беларусаў, якія служылі камуністычнай партыі па розных прычынах. Тут треба сказать и про Алексея Карпюка, и про Максима Танка, и про Геннадия Бураўкіна, и про іншых. То яны бы знішчылі пісьменніка, які пісаў про тое, што заўсёды будзе актуальна для Беларусі. Ягоныя творы – гэта лёс беларускай нацыі. И он народился 100 гадоў тому назад. И коли был маленьким, то белорусскую нацию коммунистичными репрессиями просто знішали. Бо тогда оккупанты дошли до кожной вёски. Так званая коллективизация. Черные воронки ездили по всей краине. Забито было больше миллиона белорусов. Про это до этого часу молчать. Пасля Василя Быкова ледь не расстреляли на пачатку жахливой войны НКВДшные структуры. Пасля была уже война, потому что он сапраўдны фронтовец. Не ты, якія отсиделися в своих российских глубинках за спинами наших дедов, а як большасць белорусов были втягнуты в войну и воевали. И великий дзякуй за тое, что лёс был літаслівы до всей Белоруссии. И Быков выжил. Выжил, написал творы, якія будут заўсёды читать белорусы. И, калі пачалась перебудова, не трэба забываться, что для белорусской нации это было спочатку змагання за белорусскую мову. И не было листов белорусской интеллигенции, якія не подписывал Василий Владимирович Быков. Так, в страшных умовах домагаліся вяртання беларускай мовы. И домагліся яшчэ тады, калі не было Белорусского народного фронту. А ўзнікненне Белорусского народного фронта адраджэння – это таксама яшчэ один подвиг Василя Быкова. Як и тое, что он очолил оргкомитет при проведении Дня воли в тяжкім 1996 годзе. Шмат што з ім зроблена. Шмат якія ягоныя цитаты абсолютно актуальные, часом горькие, часом
Здається, що не треба, як це казалося. Але це є наша білоруська правда. Як на початку ще. Наші хвалі одрадження. Ніколи не забуду ігоні слови, що вельми тяжко нечто зробити в країні, де кожний другий комуніст, а кожний третій стукач. Вельми актуально гэта гучыць і сёння, не глядзячы на тое, што здавалася бы, што жахлівая ідэалогія камунізма – это уже давнее минулое. И сегодня, когда мы тут собрались в Варшаве, мы не мусим забываться и про тех людей, которые сегодня находятся в лукашенковских турмах, которые были разом с Василем Быковым, которые его добро ведали, которые змагались за Беларусь. Бо есть антиподы. Антиподы – это великий Василь Быков и пачвара Александр Лукашенко. Неупадково, коли было похование великого письменника, тады, коли была могутнейшая акция белорусского руха, якую никто не организовывал, белорусы сами пришли, бо разумели, что такое Быков для Беларуси. И Минск так само в тяжкий момент 22 червня 2003 года, коли помер великий белорус, ён на его похование отгукнулся велизной манифестации, где были только наши стихи, и не было места ані пачварі Лукашенки, ані всех тех, кто подтримливал этот злочинный режим. Режим жахливый. И хочу нагадать, что сегодня в турмах Геннадий Дроздов, Олесь Беляцкий, Микола Статкевич, Павел Северинец, Анджей Почобут, Евгенов Нагель. Люди, які поспели ще разом з Василем Быковым змагаться з гэтай жахливой лукашенковской бандой. Реальные лидеры белорусской оппозиции, про яких мы вельми мало пригадываем, бо забиты информационные сторонки чомусьці іншими именами, забываючыся, что гэтая банда заўсёды была такой, як она ёсць. И те репрессии, та катастрофа, якая сегодня в Беларуси, яна абрынулася бы на белорусский народ значно раней, калі б и пачвара Лукашенко, и егоные халуи не боялись самого белорусского народа и оппозиции. И есть один з апошніх твораў Василя Быкова «Жоўты песочек». Апошнім часам його пригадую вельми частяком, починаючи з 2020 года. Вы памятаете, як везут с американки куропаты на автозаке людей на расстрел. И як люди начинают штурхать автозак для того, чтобы их забили в куропатых. Я за все это пригадывал, когда чул, что автозак – это просто машина. Треба забываться про тую хлусню. Треба разуметь, что не будет литости до белорусского народа до того часу, покуль сённяшняя лукашенковско-путинская банда кіруе Беларусью. И нельга самим штурхать чужацкий автозак. Бо это не машина, это сродок по знішэнню белорусской нации. Треба дяковать Богу, что 100 годов тому назад народился в Беларуси великий Василь Быков. Треба дяковать Богу за то, что белорусской нации дадзены еще один символ ее неумиручести. Бо, коли на нашей земле жил, писал, рабил Василь Быков, то белорусская нация – это великая нация. И рано ці поздно будзе белорусская правда, будзе белорусская справедливость, и будзе так, як заўсёды марыў Василь Быков. Бо тыя каштоўнасці, якія сёння ёсць для вас галоўныя, были и его каштоўнасці.
І вельмі хацелася б, каб у нас у всіх была магчымасць вернуться в Беларусь. Я не знаю, як ви, але ж в одну з ночей я нават 10 таких вот дробных мерапрыемстваў себе наметил, калі лёс распорядится, что я вернусь на бацькаўшчыну. Я абавязкова приду с васильками на всходние могилки, там, где могила Василя Быкова. Обовязково ушаную там его память. Я знаю, что гэта рабілі на гэтым тыдні беларусы, не глядзячы на тое, что в Беларуси сёння жахліва. Зусім не так, як хотел Василь Быков. Зусім не так, як заўжды хотели мы. Але ж там террор, там репрессии. Але там живуть беларусы. И досвід жахлівого 20-го стагоддзя это и есть адзінае выйсце з такого тупика, які заганяют беларускую нацию абсолютно штучно. Бо нация выживе. И сведчаннем этого есть тое, что сёлета есть юбилейный год великого Василя Быкова. Тому, шановні сябры, великий вам дякую. Будьмо разом, будьмо белорусами, будьмо годные Василю життю и подвигу великого Василя Быкова. Василю Быкову тройче слава, слава, слава. Василю Быкову тройче. Василю Быкову тройче. И тое, что об'єднує нас всіх. Тое, что робит нас поплечниками великих белорусов. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Слава нации!